пора крымским татарам, мне не раз слово крымские татары, я называй крымцев. Крымцы, да, пора выходить в большую политику. Это как? Я, может быть, сейчас, ну, скажу, из церкви не уволят? Скажу, может быть, крамольные вещи, может быть, обидные там для вас, там, да, но не могут 3 человека в Верховной Раде быть делегированы всем народом. Каждый крымский татарин, где бы он ни находился, ну, пора переходить в такое, ну, я не знаю, позитивное, агрессивное действие. Смотри, так вот, наверное, из этого и проистекают проблемы АТР. Смотри, ну просто давай с методом исключения. Мы не политическая партия. Мы никуда почем-то не баллотируемся. Ни кто, ни руководитель, ни зам, ни журналисты. Мы занимаемся только своим делом, только исключительно показом, голосом крымских татар из Крыма и тех, кто живут везде. Да? Через нас звучит голос, да? Голос Крыма. Оттуда тех людей. Голос, боль, слезы там, и так далее, тревога за будущее. То есть вот это нежелание поддерживать наш канал, это желание не слышать, понимаешь? Ты правильно сказал, действительно у нас, ну, количество нас мало. У нас математически, вообще-то и во всей Украине 0,1%, да? А в неоккупированной части Украины, я даже, ну, это никто не знает, но мало, да? И нас математически мало. Единственное, что позволяет нас слышать, и мало депутатов у нас, хотя это уважаемые люди, там, и Мустафа Джемилев, там, глава Меджлиса Рифат Чубаров, но их мало, действительно мало. А давление такое общественное может создаваться, когда многоголосие. Да? А Крым же отрезан, ему пережат вот этот перешеек, понимаешь, вот так. И если еще вот информационно вот это так разорвать, вот эту связь, да, то вообще эти голоса, даже очень уважаемых людей, их можно будет делать вид, что не слышишь. Это удобно. Ну, послушай, ну, я знаю очень много ярких, уважаемых людей, ну, не просто среди украинцев, ну, мирового значения. Среди актеров, культуры, там, музыкантов. Я не буду фамилии называть, все это понимают даже, я думаю. Да. Да? Врачей, юристов, адвокатов, ну, интеллигенции, в конце концов, даже в Киеве там просто, которые либо крымские татары, либо они очень близко привязаны к Крыму. И я думаю, что нужно консолидировать и говорить об этом. Даже есть простой пример. Да, есть Совет церквей в Украине. Всеукраинская рада церков. До войны представник Ради церков в Україні був присутній і приймав участь в Раді церков. Сьогодні представника від кримських татар, від кримських татар мусульман немає. Это вообще позорище страшное. 8-й год оккупации. А почему немає? Муфти есть, Айдар Рустемов, ты его прекрасно знаешь. Почему, допустим, представители Меджлиса вместе не пойдут на Совет Рады церков, скажут, вот наш новый муфти, решить этот вопрос нужно, но никто не будет решать такие вещи, скажем, ну там я хорошо есть. Да? Ну, давай я откровенно отвечу на твой вопрос. Я думаю, что вот из чего это проистекает. Знаешь, из чего? Из того, что, понимаешь, мы потеряли очень многое, крымские татары, в своей жизни. Для нас самое страшное — это потерять еще и Украину. Это конец всему, понимаешь? Ну, не конец всему, но все возвращается, мы народ-бумеранг, и Украина будет бороться до конца. Это, ну, такие все эти как бы постулаты мы можем проговорить, но для меня страх, что вот что-то будет плохое с украинским государством, это еще ухудшает наше положение там в сотни раз, да? И наши лидеры, они очень, очень сильно государственники. И Чубаров, и Джемилев, они государственники, понимаешь? Они, даже если видят, что вот такое происходит, они не готовы хайповать на этом. Они не готовы, как другие, там, орать, там, звучать по трибуне, там, да, кричать, вопить, там, устанавливать палатки, кидаться чем-то в кого-то. Да? Они не из того теста. Но я думаю, что, зная, что они такие, зная, как они относятся к Украине, да, как раз вот эти циничные люди, которые сейчас занимаются удушением АТР, вот они это используют. Здесь такая, знаешь, ловушка моральная. То есть они же, ну, не могут эти люди бороться вот с действующим правительством Украины. Понимаешь, они не могут. И мы не хотим бороться. Нас ставят ситуацию просто к стенке. Потому что мы не враги ни правительству, ни президенту, ни его партии, ни другим партиям, никаким партиям. Если вы за Крым, то мы за Крым. Но вот это отношение, вот эта стратегия, написанная без нас, мы без вас обойдемся. Идите там, посидите, да? В оккупации. Ну, сколько-нибудь посидите, мы без вас тут решим. Вот это без вас, вот это вот такое отношение. Я очень сильно боюсь какое-то слово плохое сказать.
Но оно прям вот Но спиной чувствуется, я ты выступаю понимаешь? за активность. Я думаю, что нужно Но это быть только при поддержке украинцев самих. Ну, мы, понимаешь, активными. какая история? Поддержка будет тогда, знаєш, є така прислів'я, коли дома пекут, тоді другі дають. Ты знаешь, но, если честно, поддержка-то есть. Чему ж тут пеплом голову посыпаем? Ты посмотри, сколько людей выступило за АТР. Ну Тут да, все артисты были украинские, тут все были говорите, что нужно. рок-музыканты. Да, там, говорите, Здесь... что нужно. Я думаю, что надо выходить и за камеру выходить. Я думаю, что, конечно, речь идет под не... кабинет министров надо выходить. Надо, ну, ставить палатку там, оттуда вести прямые эфиры, прямо вот, знаешь, поставить палатку АТР, на крымской платформе. на крымской платформе, сказать, что просим включить и написать требования, чтобы люди, проходя мимо, там подписывались. И прямо оттуда вести вот этот вот прайм, вести прямо из-под Кабмина на улице.